Дорогие первоклассники, я рада приветствовать вас на уроке окружающего мира. Тему и содержание урока предложил мне учебник для 1 класса по окружающему миру. Итак, вы готовы работать? Итак, сядьте поудобнее, начинаем рассуждать. Посмотрите, пожалуйста, на экран. На какую тему у нас сегодня состоится урок? Конечно же, вы узнали цвета радуги. Мы с вами поговорим о радуге. Что это? Магия или просто физическое явление? Итак, приступаем. Почему радуга разноцветная? Конечно, каждый из вас задумывался над этим вопросом. Почему именно эти цвета составляют дугу? Каждый из вас, еще будучи очень маленьким, наверняка был удивлен, откуда же она взялась. И какие мастера ее раскрашивают? Что это за мастера? Оказывается, никакого чуда. Это очень известное явление природы. Друзья мои, радугу создают солнечные лучи и капли воды. А вот почему она дугой и как это все происходит, давайте разбираться. Представьте себе, что вы идете по улице, а на улице идет проливной дождь. Потом он проходит, еще некоторые капельки дождя падают на землю, а солнышко уже выглянуло. Вы закрываете зонтик и видите чудесную картину. Это радуга. Как много положительных эмоций вызывают у нас это изображение. Мастер этому – природа. Иногда бывает так, что человек видит не одну радугу, а сразу несколько. Очень редкое явление. Это говорит о том, что луч света преломляется в нескольких капельках воды, несколько раз. Бывает даже так, что мы видим сразу 3-4 радуги, но это крайне редко. Давайте посмотрим на картинку. Итак, перед вами 2 радуги. Одна выглядит более ярко, а другая чуть бледнее. Почему? Если радуга ярко, значит она преломляется через более крупные капли воды. А если капельки мелкие, то радуга будет выглядеть мелкой, бледно. Итак, повторяю. 2 мастера работают над созданием радуги. Это дождевые капли и солнечные лучи. А теперь обратите внимание на эту фотографию. Когда мы с вами стоим на земле, то мы видим радугу дугой. А когда мы смотрим на это явление из космоса, посмотрите, пожалуйста, наша радуга выглядит в виде кольца, но сохраняет все цвета радуги. Это не случайно. Полюбуйтесь на эту картинку, это очень важно. Итак, переходим к следующему. Исаак Ньютон, знаменитый, известный ученый. Друзья мои, именно Исаак Ньютон доказал, что мы с вами видим белый луч солнца, а этот луч солнца состоит из 7 цветов, как раз-таки составляющих спектр радуги. Как он это доказал? Исаак Ньютон организовал преломление солнечного света через призму. И солнечный луч всегда распадается на 7 цветов радуги. Эти цвета радуги никогда не меняются между собой местами. Всегда находятся в определенном порядке.
Этому тоже есть научное объяснение. Может быть, не случайно наш светофор является доказательством тому, что красный луч, он самый быстрый, самый долгий, длинный, и поэтому он стоит первым в радуге. А самый медленный, конечно же, фиолетовый. Каждый из вас наверняка уже знает все 7 цветов радуги. Но об этом мы сегодня с вами еще раз поговорим. Итак, следующий слайд, пожалуйста. И вы видите как раз-таки преломление солнечного луча через призму. Этот солнечный луч распадается на 7 цветов радуги, образуя спектр. Если вы дома возьмете предмет, похожий на призму или призму, и попробуете подставить под солнечный луч, то вы тоже увидите это преломление света. Значит, данный опыт можно провести и дома. Это открытие используется, друзья мои, во многих-многих областях, даже в ювелирных изделиях. Но об этом очень интересная статья в энциклопедии. Я вам рекомендую отправиться после урока к этому источнику и почитать. А можно получить радугу другим путем дома? Конечно, вы можете провести такой эксперимент. Для этого в солнечный день надо попробовать разбрызгивать воду из шланга таким образом, чтобы на частички воды, на капельки воды падал солнечный свет. И тогда вы увидите, что радугу вы можете создать сами. Никакого волшебства, явление природы. Действительно, это интересно, когда в ваших руках столько возможностей. Попробуйте, проведите этот опыт и самостоятельно постройте радугу. Пусть ваша радуга будет яркой и высокой. Ну а теперь, друзья мои, я предлагаю вам запомнить, как располагаются цвета в радуге, в какой последовательности, это очень важно. А для того, чтобы нам было легко, уже придумали люди фразу-подсказку. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. По первой букве фразы как раз-таки запоминаем название цвета. Каждый красный, охотник оранжевый, желает желтый, знать зеленый, где голубой, сидит синий, фазан фиолетовый. Фраза запоминается легко и помогает нам в нужный момент вспомнить расположение цветов в определенной последовательности. Напоминаю вам, что эти цвета никогда не меняются местами. Ну что ж, думаю, вам было интересно. И теперь у вас в руках возможность самому построить радугу. Итак, переходим к следующему заданию. Давайте вспомним, как возникает радуга. Конечно, после дождя, когда появляется солнечный свет, светят солнечные лучики. Когда можно увидеть радугу? Когда вы находитесь на территории, которая хорошо освещена солнышком и содержит немного влажных капель. Какая фраза помогает запомнить последовательность цветов радуги? Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Молодцы! Может быть, кто-то из вас захочет придумать свою фразу. Мы будем только рады. Ну а теперь переходим к одной очень важной части нашего с вами урока. Попробуйте изобразить радугу. Вам понадобится лист бумаги. Может быть, это будет альбом, может быть, это будет тетрадный листок. Попробуйте, пожалуйста, воспользовавшись цветными карандашами, нарисовать свою радугу. Итак, друзья мои, пока вы готовитесь выполнять это задание, я напоминаю вам, что вам понадобится 7 цветов.
красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Итак, предлагаю вам приступить к очень приятной работе рисованию. На слайде сейчас появится подсказочка, которая поможет вам расположить цвета в нужной последовательности. А впереди, конечно же, у нас с вами обязательно будет литературная минутка. Пока вы рисуете, несколько раз повторите эту фразу-запоминалку. Замечательная фраза, которая поможет вам запомнить последовательность расположения цвета. Уверена, что у вас во время выполнения моего задания возникают положительные эмоции, приятные воспоминания. Вспомните, когда вы впервые увидели радугу в своем детстве. Вспомните, кто вам объяснил, что это такое. И напоминаю вам, что в энциклопедиях для детей много очень интересной и полезной информации по этому вопросу. Старайтесь выполнять работу аккуратно. Сейчас вы превратились в мастера, который может построить радугу. Ну что ж, переходим к литературной страничке нашего урока. Прочитайте вместе со мной это замечательное стихотворение. «Радуга. Солнце вешнее с дождем строят радугу вдвоем. Семицветный полукруг из 7 широких дуг. Нет у солнца и дождя ни единого гвоздя, и построили в 2 счета поднебесные ворота». В этом стихотворении еще раз нам напоминают, кто же является мастером, кто построил радугу. Найдите, пожалуйста, эту строчку в стихотворении и попробуйте ответить на мой вопрос. Конечно же, вы нашли, это самая первая строка стихотворения. «Солнце вешнее с дождем строят радугу вдвоем». Итак, друзья мои, на нашем сегодняшнем уроке мы с вами убедились, что солнце, солнечные лучи и капельки воды помогают увидеть нам замечательное явление природы – радугу. Радугу, которая вызывает много радости и восхищения и заставляет нас любоваться этим зрелищем. Вспомните, пожалуйста, ученого, который доказал, что белый свет, преломляясь, распадается на спектр. Исаак Ньютон. Много раз за время учебы в школе, да и потом, вы встретите имя этого ученого и познакомитесь с рядом его великих открытий. Мне очень приятно, что у меня сегодня есть возможность рассказать вам и о радуге, и об этом ученом. Ну а сейчас возвращаемся к вашему рисунку. И попробуйте, пожалуйста, изобразить 2 мастеров, которые строят радугу. Это солнечные лучи и капельки воды. Представьте, пожалуйста, что это не просто луч и вода, а что это сказочные персонажи, которые сидят на радуге и строят ее без единого гвоздя. А пока вы будете фантазировать, мне хочется еще раз прочесть стихотворение. «Солнце вешнее с дождем строят радугу вдвоем, семицветный полукруг из 7 широких дуг. Нет у солнца и дождя ни единого гвоздя, и построили в 2 счета поднебесные ворота». Итак, пофантазируйте, пожалуйста. Очень хочется, чтобы ваши мастера были узнаваемы. Ну что ж, дорогие друзья, мы завершаем наш урок окружающего мира. Я уверена, что многие из вас удивились, кто же является мастером, кто строит радугу. Удивились и тому, как выглядит наша радуга, когда мы не стоим на земле, а поднимаемся высоко в воздух.
Мне очень приятно было работать с вами. Я уверена, что вы теперь сможете сами младшим своим братишкам и сестренкам рассказать об этом замечательном явлении. Тот, кто хочет узнать больше, может обратиться к учебнику окружающего мира или к энциклопедии. Ну что ж, наш первый учебный день завершается. Я думаю, он был полезен. Уверена, что он был для вас интересен. Дорогие ребята, учиться надо продолжать, даже когда ты не в классе, а класс сам постучался к вам в двери. Наша с вами работа состоялась, дистанционное обучение началось. Нравится ли оно вам? Конечно. Итак, друзья, давайте учиться безотрывно, давайте учиться дома, пока школа вас ждет. До новых встреч, до завтра, дорогие ребята!